В Казани на боевое слаживание в военные части России отправились 100 контрактников. Это самая большая группа бойцов за последние дни. Многие из них в дальнейшем будут служить на передовой СВО в составе именного батальона «Батыр». Нести службу здесь будут не только татарстанцы, но и жители других регионов. Здесь все быстро и проще оформляется. За один день буквально все оформили. Медкомиссию прошел в этот же день. То есть в 9 утра открылся этот Батыр-центр. И уже к 12, к пол-первому я уже был свободен. Потом только ждал решения. И все. Каждому, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, единовременно выплатят до 1,5 миллиона рублей. Решение об увеличении выплаты принял Рустам Минниханов. Это одна из самых больших денежных мер поддержки во всей стране. В целях дополнительной мотивации по контрактам приняли решение со следующей недели увеличиваем республиканские выплаты еще на 500 тысяч рублей. Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу. Соответственно, в Татарстане граждане при заключении контракта о прохождении службы в вооруженных силах гарантированно будут получать 1 200 000. Миллион наш, 1 500 000 наш и 195 000 это Министерство обороны. Есть еще ряд районов, городов, которые имеют дополнительные выплаты. Это будет все вместе. С учетом муниципальных выплат она может дойти до 1,5 миллиона по ряду территорий. Рассчитывать на единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей могут не только татарстанцы, но и жители других регионов, подписавшие контракт в нашей республике, а также иностранные граждане. Подписать контракт можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам 8 800 222 59 00 для жителей Татарстана и других регионов, а также 117 для татарстанцев. После этого прийти в военкомат или пункт отбора. На СВО нужны медработники, операторы беспилотников, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу помогут выбрать специальность и часть. В аптеку ходят обезболивающие, стерильные бинты, обработка для раны. Все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи. Это лишь малая часть того, что дополнительно получает перед отправкой в Татарстане любой контрактник. Здесь выдадут все, что пригодится вдали от дома. Одежда, спальный мешок, провиант, лекарства. Я понял одну простую вещь, что если мы их там сегодня не остановим, завтра они придут в наш дом. И это однозначно. Они не остановятся, это по-любому. С нормальным настроением ухожу. И желаю всем вернуться живыми, здоровыми. Чтобы все вернулись, здоровы, живы. Победа. Победа за нами. За плечами большинства контрактников только срочная служба. Чтобы вспомнить навыки владения оружием и оказания первой медпомощи, их отправят в части, где каждый пройдет подготовку. Там же пройдет распределение. Решение об увеличении выплаты до 1,5 миллиона рублей начнет действовать со следующей недели. Алия Хайрудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.